Театр начинается с вешалки. Это слова всемирно известного режиссера, педагога, критика Константина Станиславского. Гость нашей студии сегодня – талантливый артист, режиссер, с недавнего времени педагог, очень харизматичный, неординарно мыслящий Гудиса Тодуа. Гудиса, добрый день. Здравствуйте. Рада приветствовать у нас в гостях. Я думаю, что сегодня у нас такое будет откровенное, теплое интервью, и наши зрители смогут погрузиться в мир театра, и не только театра, увидеть все твои сильные, интересные стороны как актера, педагога и вообще интересной личности. Гудиса, вот начиная наш диалог, хотелось бы все-таки немножечко окунуться в начало твоего творческого пути, жизненного, скажем так, уже достаточно зрелого. Ты закончил школу в нашем городе, в Сухуме, и по твоим словам интересовался точными науками. И все же, как ты окунулся в атмосферу театра? Вот точные науки и театр — это немножко разные, да, ипостаси, разные направления. Как ты все-таки попал в театр? Почему выбор пал на творчество и именно театральное творчество? Расскажи немножко об этом, начиная с детства. Спасибо за вопрос. Действительно, детство у меня было, можно сказать, не из самых таких легких и простых, потому что я все-таки послевоенный ребенок, да, и да, сложная ситуация в стране. Можно сказать, на фоне этого мне удавалось с помощью искусства, творчества как-то самовыражаться и надеяться на какое-то светлое будущее. Я занимался, писал стихи, писал песни, делал в школе различные проекты, которые имели большой успех, привлекал другие школы. И за счет этого мне удавалось как-то, наверное, самовыражаться, в каких-то моментах, может быть, самоутвердиться, да, среди своих одноклассников, вообще в школе в целом. Для меня это было почему-то очень важным. А почему, вот, как ты говорил в диалоге со мной ранее, математика тебя интересовала? И почему все-таки математика ушла на второй план, либо вообще сошла с Да, дистанции? скажу честно, в школе я до класса 7 учился не очень хорошо. Скажу почему. Потому что, наверное, не хватало не то что поддержки от родителей. Вот у моих одноклассников в основном у всех были репетиторы. Я из обычной простой абхазской семьи, да, вот после военного периода с минимальными какими-то финансовыми возможностями. Но за счет своего трудолюбия мне Интересно. удавалось работать самим над собой, и какие-то предметы получались лучше, какие-то предметы получались, да, удавались хуже. Но я смог довести себя до такого, что вот 11 класс я, в принципе, закончил на все четверки, пятерки. Да, мне удавалось больше какие-то точные предметы, как математика, там, физика, химия. Почему-то любил очень математику. Ну, логическое Хотя, мышление да, хорошо развивает, это хотя точно. я в школе действительно был творческим. Я делал всякие перевоплощения в звезд, там, в Диму Билана, в каких-то других западных артистов. Мне это очень нравилось. Мне нравилась вся вот эта движуха, шумиха, да, говоря современным языком. Но при этом, да, мне удавались больше другие предметы, нежели там учить стихи, вот, зубрить какие-то параграфы бесконечные там по истории и прочее. Но все сложилось, Как можно сказать, сложилось. наилучшим образом, да, в моей жизни. Конечно, я даже не имел понятия, что такое актерское мастерство и профессия актера. Вот настолько я был дезинформирован, вообще Ну, мало сложная ситуация в информации. стране, Да, да. конечно, послевоенный Будем период. честны, не особо был Ну тогда да. и развит, в принципе, театр в стране. Да. Я планировал поступить на журналиста, да, на журфак ВАГУ, но вот в тот год, это был 13-й год, к сожалению или к счастью, Абхазский государственный университет не набирал именно на этот факультет. И у меня оставался единственный выход — поступить на экономиста.
Я готовился сам, опять-таки же признаюсь, без репетиторов, без ШПП, вот эти всякие, да, подготовительные какие-то процессы, которые сейчас в университете. Я готовился сам, и мне это удавалось легко. Была специальная книжка, называлась, по-моему, «Экономика». И вот какие там были вот уравнения, всякие упражнения, задания. И мне почему-то удавалось легко. А вот другие мои какие-то одноклассники, да, вот ходили к репетиторам, готовились прям. Мне все это хорошо удавалось. И вот в один прекрасный день на уроке русского языка и литературы мой педагог, учительница Элисо Борисовна мне сообщила о том, что Абхазский театр набирает целевой курс в Петербург. Для меня это было как-то очень даже волнительно, и что-то у меня внутри колыхнуло. И я даже не готовясь пошел в Решился. Абхазский театр. Честно говоря, признаюсь, я даже не знал, где стоит Абхазский театр, к моему стыду. Да, и думаю, вообще большинство детей на Того тот период, времени, может да, быть. да, это были сложные времена, действительно сложные времена. Хотя, опять же, если чуть в сторону сейчас отойти, мы должны как бы обозначить, что именно Абхазский театр в свое время, до военный, да, период, я имею в виду Отечественной войны народа Абхазии, был визитной карточкой страны. И это все-таки, я считаю, наше национальное достояние. И мы все, вот мое поколение, там предыдущие, выросли на репертуаре Абхазского театра. Я считаю, что в нашей стране есть чем гордиться. Я думаю, и впоследствии театр будет развиваться успешно, он сейчас набирает обороты и делает это очень неплохо, качественно, ну, на мой взгляд. Я думаю, со мной наши зрители согласятся. И продолжим. Ты пришел в театр. Да, я пришел в театр, тогда шла реконструкция театра. В подвальном помещении проходил отборочный тур. Там сидели именитые абхазские актеры, Было режиссеры. страшно? Было очень волнительно и непонятно. Непонятно, что они от тебя хотят, что тебе нужно показать, рассказать. Они попросили почитать стих на абхазском языке, сделать пару этюдов на заданные темы. Это все А, было спонтанно, да, вот Да, с твоей да, это стороны? было Ты все не готовился, очень, как да, бы да. И интуитивно больше, да? да, я вот все, что они попросили, показал, рассказал и пешком возвращался домой. Тогда у меня мама работала на рынке, я помню. Я прохожу значит, мимо 4-й школы, и мне поступает звонок, и мне сообщают, что Прошел, минуя остальные туры, я прошел. прошел и поступил в Санкт-Петербургский государственный, тогда был университет культуры и искусства, а Да. закончил институт. Ну, ты считаешь, что все-таки это твоя органика взяла вверх? Все-таки больше ты по призванию актер, нежели, ну, образно, там, математик, там, я не знаю, экономист и так далее. Природа взяла свое, я думаю, да? Я Согласна? считаю, что я очень скромный актер по природным данным. Я думаю, все-таки это, понимаете, наверное, профессия выбирает тебя, как бы это пафосно ни звучало, но все сложилось, наверное, так, как должно было сложиться. Честно вам скажу, что мои родители не особо были как-то приятно удивлены тем, что я прошел, поступил в Петербург. Опять-таки же, что Ну, это касается стереотипное финансовой, мышление ну и все-таки, финансовой да, части, да, тоже. было тяжело, сложно как-то отправлять ребенка, хотя не единственный, да, ребенок был в семье. Ну, как-то боялись, сложно было, но вопреки всему я смог. Мне кажется, это будет хорошим примером для тех, кто поступает сейчас, потому что Абхазский театр снова Ну, сейчас набирает вообще и курс. возможности другие, Да, скажем честно, да. что государство, вот правительство нашей страны всячески содействует развитию кадров, да, увеличению, скажем так, кадров, взращиванию наших новых, плеяды новых актеров.
и всячески содействуют тому, чтобы возник такой как бы новый рывок к театру, скажем так, да, чтобы новое поколение также могло приобщиться к этой дисциплине, к этой направленности, и, быть может, кто-то впоследствии мог бы стать хорошим, именитым актером, талантливым актером. Я считаю, что это очень важно, когда есть поддержка государства, а она на сегодняшний день реальная, возможная, и все желающие, которые видят себя в профессии в этой, да, вот они могут заручиться поддержкой государства. Это дорогого стоит. После твоего учебного такого сложного, как мне кажется, процесса в Санкт-Петербурге ты возвращаешься на родину, и в 17 году ты становишься актером, членом труппы, да, Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба, что, на мой взгляд, очень ну, так, наделяет ответственностью большой. Это все-таки, как мне кажется, молодому актеру сложно влиться уже в состоявшийся состав театра. Это наши корифеи, это наши именитые актеры, и поэтому быть с ними приблизительно на равных это сложно. Вот как тебя принял театр и как ты воспринимал на тот момент театр? Он стал твоим домом впоследствии, либо были какие-то шероховатости, может быть, недопонимания? Как вы заметили, я действительно вернулся к себе на родину, в свой театр, в свой дом, потому что для меня важно именно быть здесь, именно служить Абхазскому театру, служить своей родине, где я родился, как говорится, там и пригодился. Поэтому Но что немаловажно, ты как бы в большей степени работаешь на абхазском языке, на да, родном да, языке. Хотя ты да. двуязычный, но тем не менее ты делаешь акценты, и слава богу, потому что это важно очень для... Абхазский — это мой родной язык, это мой любимый язык, язык, на котором я хочу говорить, играть, мыслить, работать. Это для меня как вот правило жизни. Действительно, Абхазский театр меня принял как Своего. свой родной дом. Труппа очень тепло приняла, и могу сказать, что их поддержка, конечно, колоссальна. Особенно это касается взрослого поколения актеров. Да. Нас хорошо приняли, и, конечно, их поддержка, их советы в дальнейшем, конечно, помогали нам не скиснуть, да, не опустить свои Ну, это руки, важно, потому что конечно. творческий человек, он всегда, он непостоянный, к сожалению, да, особенно эмоционально. Когда-то что-то получается, когда-то что-то не получается, у тебя, можно сказать так, образно говоря, депрессия, апатия, ничего не хочется, но когда ты видишь рядом с собой таких актеров, да, не просто именитых, а профессионалов своего дела, конечно, тебе нет времени киснуть. Ты хочешь быть Ну, наравне, это ты хочешь повезло, тебе действительно совершенствоваться. повезло. Да. И вот вытекая уже из этого вопроса, можно перейти вот к следующей ступени твоей деятельности, вот исходя из твоей биографии. Ты достаточно успешно работаешь в театре в качестве актера. Вот плюс ко всему у тебя еще и режиссерская деятельность. Вот давай немного об этом. Как ты умело совмещаешь эти две направленности, я считаю, что это очень сложно, и актерское мастерство, и режиссуру. Что тебе больше импонирует? Либо ты в обеих направленностях чувствуешь себя комфортно, и тебя интересуют эти две, да, стороны творчества. И в дальнейшем, как ты видишь свое, как бы, каким видишь свое предназначение в театре? Может быть, какие-то есть уже впереди планы на будущее именно относительно Абхазского драматического театра, либо, может быть, вне Да. театра? Хочу признаться честно, когда я учился в Петербурге на актера, у меня не было интереса к режиссуре как таковой. Да? Я видел себя исключительно актером, но все-таки время показало, что Необходимость такая, режиссура да. необходима, ну, не только мне, но и необходима театру, да, в котором я служу. И мне захотелось попробовать себя. Почему бы нет? Когда, если не сейчас? Чтобы потом, да, как бы не жалеть об этом. Поэтому я стал пробовать. Что-то Что-то. получалось, что-то нет. Это нормально, это Да, это по-живому. творческий процесс, это Да. безусловно. И первый мой спектакль в Абхазском театре, это был
18 или 19 год, боюсь ошибиться. Это был «Щелкунчик». Это был новогодний спектакль, который имел большой успех и собирал большие залы. Он Дальше... ориентирован был на детскую Да, аудиторию? да, да, да. Он был для детей как новогодний спектакль. Потом он остался в репертуаре, снова собирал зрителей. И вот, ну, можно сказать, имел большой успех. А какие вот ты можешь выделить ключевые свои роли в качестве актера и ключевые позиции в качестве режиссера? Вот на твой взгляд, что у тебя получилось лучше всего, где ты на О, все 100 мог себя проявить? интересно, да? Но не буду кокетничать с вами, скажу то, что вот в чем я себя вижу органично, да? Вот что касается, да, актерской части, вот мне кажется, вот в спектакле «Ромео и Джульетта» роль Меркуцио как-то вот, ну, сложилась, да, сложилась. В спектакле «Пешком» я играл там мальчика, да, военная история. Да, это вот Ам, интересно. Спектакль «Носороги», Мадина Аргун режиссер, там играл роль Батара. Но мне, конечно, близок очень психологический театр. Да, вот все, что Это касается какое-то, психологии. это какое-то новое такое, да, твое видение Да, на несмотря сегодняшний на то, день? что я, вот видите, Ты может уходишь от быть, классических канонов немножечко в другую да, плоскость, как я можно сказать понимаю, так. да? Несмотря на то, что у меня такая вот, может быть, внешность, да, такого милого мальчика, хотя, наверное, нет. Но на сцене, конечно, мне вот такая вот психоделика Ну, это интересно, ближе. почему бы и нет. Я думаю, что и Да. зрителям интересно окунаться в другую немножечко атмосферу, да, где-то, чтобы мысли какие-то тебя могли немножечко растормошить и натолкнуть на какие-то более Одним словом, глобальные мне вещи. интересен психологический театр. Вот копаться внутри себя, копаться внутри людей, вот, залезть к ним В поглубже в мозги, да? голову, в мозги. Вот это все мне очень интересно. А что касается каких-то моих режиссерских работ, мне кажется, вот спектакль «Рок-н-ролл на скамейке», вот моноспектакль мы ставили с актрисой Абхазского театра Гундой Ажиба. Много спектаклей, которые мы как проекты делали с Новоафонским монастырем, «Рождество Иисуса Христа», Ну вот, опять «Святая же, ночь». исходя из твоей биографии, я Да, вижу очень много проектов коллабораций. И да, это да. здорово, то, что ты отходишь от статики, от классических каких-то канонов и пробуешь себя в разных жанрах, в разных каких-то историях. И вот, опять же, один из фактов твоей биографии, который не мог меня не зацепить, это вот твоя школа, детская студия театрального искусства, которую ты основал 9 лет назад, и уже так успешно все эти 9 лет вы работаете, ты набираешь с каждым годом новых детей, там возрастной ценз, по-моему, у тебя с 5 лет до Да, 17, да, да? да. И насколько, опять же, известно с твоих слов, как ты говорил ранее, что твои бывшие ученики обучаются в ведущих российских вузах театрального искусства, таких как Щепка, да, Да, да. Щепкинское театральное училище. И это очень важно, это большой такой, помимо того, что это рывок, это большой вклад в развитие культуры Абхазии относительно театрального искусства. Вот давай немножко об этом. Что для тебя значит эта школа? Для чего вообще ты ее основал, какой был основной посыл. Как мне кажется, опять же, это мое мнение субъективное, может быть, тут два смысла. Это первое, просветительский, да, вот дать Мгм. возможность обучать детей и вообще детям погрузиться в театральную атмосферу, и, быть может, кто-то из них смог бы себя в дальнейшем реализовать в театре. Это первая, да, основная составляющая. И вторая — помочь ребенку раскрыть все свои такие самые потаенные грани, да, как бы бороться с комплексами, может быть, с какими-то там страхами и так далее. Вот немножко об этом. Что для тебя значит школа? Для меня в первую очередь дети — это большая любовь к детям. Ведь дети, они очень хрустально чисты внутри. Ам, С ними можно учиться, развиваться, с ними можно пробовать, рисковать, делать все, что угодно, да? Что касается творчества. У тебя нет ограничений.
Дети, они раскрыты, они открыты, они пробуют Без все. фальши. Да, они не боятся. Они здесь и сейчас, да, они живые. То есть то, что они сделали вот сейчас, они вот в театре, к сожалению, да, как бы некая моторика, да, Да. присутствует. Ну, не всегда, ну, как бы так, в основном. У детей этого нет. Вот то, что они сделали сейчас, они через секунду сделают совершенно На по-другому. подсознании Это и где-то. есть Да. живой театр. Дети живые на сцене. Вот как бы они, может быть, казалось бы, да, такие вот несуразные, нелепые чуть-чуть, да, но они живые. Но сложно работать с детьми тебе лично? Нет, я не буду говорить, что вот с детьми сложно работать, как я страдаю, какие-то нервы, какие-то силы нужны. Мне это нравится. А что еще нужно? А репертуар, вот как ты подходишь к отбору произведений вот, относительно детских постановок? Ну, здесь все просто. Во-первых, это должно нравиться детям. Во-вторых, это должно нравиться их ровесникам, одноклассникам. И в-третьих, это должно быть актуально, да? И все просто. Я всегда с ними советуюсь. У меня нет такого, вот я, значит, ставлю этот спектакль, вы Ну, вы играете. Да, обсуждаете, да, в такой вот обязательно, обязательно, творческой да. обстановке? И вот мы ставили Это «Один важно. дома». Это были 4 аншлага в Абхазской филармонии. Спектакль просто имел колоссальный успех. Были проданы билеты за Вот неделю. удивительно, вот опять же немножко акцентирую, удивительно то, что даже по билетам были аншлаги. Это очень важно. Значит, спектакли, твоя деятельность, она пользуется большим интересом, спросом у наших зрителей, да, и родители с удовольствием посещают, как уже вот видится, посещают твои спектакли. И я думаю, что впоследствии эта школа будет набирать еще большие обороты, может быть, она вырастет в нечто еще более глобальное, не знаю, под каким-то другим, может быть, названием. Вот. И опять же, вот возвращаясь к детям, там в твоей как бы деятельности относительно школы я вычитала один такой факт, что в составе детской труппы, ну, если можно так сказать, детского коллектива у тебя присутствуют дети с ограниченными возможностями. Это говорит о том, что инклюзивная направленность тебе также не безразлична, и ты пытаешься детей с ограниченными возможностями включить в более такой серьезный творческий процесс с остальными детьми. Это очень важно не только для нашей страны, да, в формате Абхазии, вообще в целом, чтобы особенные дети не чувствовали себя обделенными, чтобы они были на равных. И это также способствует их социализации, их более такому здоровому состоянию, акклиматизации, скажем так, Да. в обществе. Вот немножечко об этом. И как вообще другие дети реагируют на такие контакты в творчестве? Вы знаете, да, действительно, это особые дети. И я долго не решался брать, Ну, скажу это сложно, честно. это ответственный шаг, Это конечно. ответственность, это, во-первых, как будут реагировать дети, как будут реагировать родители, Психологически сложно. хотят ли родители, чтобы среди их детей были особые дети. Конечно, очень много мыслей, да. Все-таки я Но ты человек, да. советовался с родителями, я так думаю, да? Все-таки или как? Нет, я принимал решения сам. Стараюсь всегда все-таки принимать решения сам я, но верные. На мой взгляд, почему? Потому что, да, все-таки сколько людей, столько и мнений, поэтому хочется все-таки, чтобы был как бы один главный человек, который возьмет на себя эту ответственность. Конечно же, родители, да, кто-то согласится, Ну кто-то да. нет, но они же не будут на себя брать такую ответственность, правильно, да? Они все-таки, как, скажем так, вторые люди. Поэтому решение принимал я, и, знаете, не пожалел. Ну, Не это ответственный пожалел, и шаг я такой, да. понял, насколько эти люди, эти дети приближены к театру, как они это все чувствуют. Я им завидую. Я до сих пор пытаюсь понять, откуда эта вся органика, откуда эта вся ответственность, да, перед делом, перед тем, что они делают. Я очень удивляюсь их естеству на Ну, сцене. они очень органичны, да, с твоих слов на сцене именно Они непосредственно. по-особому чувствуют сцену, они по-особому чувствуют дух театра, они по-особому чувствуют партнера.
И мне безразлично, очень важно на сцене взаимоотношения с партнером. Да, вот как мы с вами сидим, то есть у нас нет с вами стены, образно говоря, да, четвертой стены. Они за каждого, за всех, как за себя. У них нет вот этого эгоизма. Да? Вот зачастую у детей вот некая ревностная, да, эгоизм просыпается. Они, дети, очень такие хрустальные. А можешь ли ты сказать, что это своего рода терапия, да, и на будущее, может быть, кто-то из специалистов смог бы разработать такого рода методики, которые могли бы как раз вот особенным детям помочь включаться в социализацию, да, таким посредством театра, допустим, посредством творчества. Возможно ли такое, на твой взгляд? Да, вы знаете, даже не в качестве проекта, а вот в качестве какого-то, да, порыва души, мне бы, конечно, хотелось бы, да, с поддержки государства ам, попробовать поработать именно с детьми такими особыми. Но я думаю, там надо будет включать в этот процесс и специалистов другого плана, да, и Конечно, с медицинским да, образованием да. профильным, да, психологов и так далее. Но это нужная вещь, Да, согласитесь. согласна, согласна, что это такая проблема очень острая и в нашем обществе, и в мире вообще в целом. И меня радует то, что мы поэтапно выходим на новый уровень, Да, более цивилизованный. Мы да. пытаемся адаптировать особенных деток в такую полноценную жизнь, и это не может как бы не радовать. Главное не делать их изгоем Ну общества. вот как Они раз должны об быть этом, частью. да. Они такие же люди, Такие как и же мы. дети, да, У согласна. нас свои особенности. Это же не означает, что если у него какие-то свои другие особенности, он должен быть каким-то третьим человеком в обществе. Правильные мысли. Гудиса, вот много у тебя таких интересных профессиональных сторон, и одна из последних, скажем так, твоих направленностей — это педагогическая. Вот ты буквально год назад стал преподавателем Абхазского государственного университета, факультета искусств. Вот немножечко давай об этом поговорим. Что значит для тебя быть педагогом и находиться уже среди состоявшихся, да, вот, взрослых людей там, от 18 и выше? Как ты вообще себя видишь в дальнейшем в этой педагогической деятельности? Планируешь ли ты оставаться, либо это какой-то для тебя небольшой эксперимент? Да, даже как-то захотелось выпрямить Да, спину свою. Да, действительно, это очень ответственно. Вот буквально, да, это было 2 года назад, по предложению Надара Викторовича Чанпа, который открыл, факультет, да. да, именно в факультете искусств оперное пение и хоровое дирижирование, предложил мне, оперным артистам, нашим будущим, преподавать актерское мастерство, актерскую пластику и оперный театр. Я, честно говоря, для меня это было шоком, потому что все-таки Абхазский государственный университет имеет свою историю, да, Конечно. там выдающиеся преподаватели, ректора и так далее. Было очень ответственно принимать такое решение, но я согласился. Мне все новое очень Рисковый, нравится. Да, рисковый. я люблю рисковать, мне нравится все новое, все пробовать. Мне нравится пробовать себя во всем, честно говоря. Я очень жадный на Но все ты это. органичен в качестве педагога? Вот Ну, как ты конечно, у себя... меня же все-таки есть 9-летний опыт Ну да, там, ну, работы там не дети, только с а тут детьми, уже но и с более, подростками, да. да. Но это как бы следующее, Продолжение, да, ну да, у меня да, есть согласна, да. 18-летние ребята, ну вот есть и там, да, как бы чуть постарше ребята, но это как некое продолжение, да, моей преподавательской Деятельность. деятельности. Мне нравится работать со студентами. Со студентами сложнее, да. Ну, у них своя особая жизнь. Все-таки дети более ответственные, да. Ну, как бы взрослые студенты, они где-то работают, подрабатывают, параллельно где-то еще обучаются. Поэтому, Но получается, вот то, о чем ты думал, да, планировал именно с позиции да. педагогики, получается? Ну, в основном это мои ровесники, да, чуть, может быть, постарше некоторые ребята, но мы с ними на одной волне, это точно. Мы с ними чувствуем друг друга, да, где-то, если построже, они входят в мое положение, да, если они где-то, так скажем, немножечко перегибают палочку с пропусками, да, в Мгм. основном, или могут не прийти, там, скажем, на зачет. Да, Надеюсь, ну что это обычная студенческая добрый, жизнь, добрый да. Гудиса поставить им зачет, но нет, да, все-таки стараемся держать дистанцию, да, должна быть, да, какое-то некое, Субординация, да, да. да, ограничение, педагог, студент,
Но пока все, слава богу, идет хорошо, интересно. Но хотелось бы, конечно, ну, за счет того, что мало часов, мало что можно с ними попробовать, Ну, это же сделать. только начальный этап. Я Да, думаю, что с учетом того, что факультет еще новый, он будет обрастать новыми да. дисциплинами и кафедрами. И, скорее всего, впоследствии, может быть, что-то еще добавится. Ну, И да, к чему я говорю, мне все-таки хотелось бы попробовать себя в качестве, да, режиссера и в оперном театре. Мне кажется, это интересный опыт. Представляете, с оперными артистами. Вот я предлагаю солистам филармонии поставить какой-нибудь хотя бы мюзикл. ну а почему бы и нет? В Да, чем все проблема? упирается, к сожалению, в деньги. Да? Оперный театр — это роскошь. Да, Да? это Какие у дорогое них удовольствие. костюмы, какие декорации. Да? Это же все-таки, да, другое время, другой, ну, как бы другой век, образно говоря. Там роскошь была. Классический Ну, театр — это что-то более скромное. я думаю, что в условиях нашей страны тут достаточно у нас вот как, скажем так, поддержка извне тоже существует. У Да, нас да. есть небезразличные люди, которые горят искусством, которые всячески со своей стороны пытаются содействовать, помогать. Я думаю, и это со временем будет. Я уверена, что у тебя получится реализовать такого рода проект. И вообще в целом, если вот немного подытожить, у тебя такая достаточно насыщенная и, скажем так, нестандартная деятельность. Ты и актер, и режиссер, и педагог, потом ты пробуешь себя в разных ипостасях, ты постоянно экспериментируешь, и мне это импонирует, потому что человек, который постоянно в поиске, и жажда знаний его переполняет, он всегда приходит к какому-то интересному, хорошему, правильному итогу. Вот каким ты видишь свое будущее там, лет через 10-20, ну, к примеру, скажем так. Хотелось бы, конечно, от тебя это услышать, но для начала все-таки, что для тебя значит искусство, вот если в глобальном таком смысле? Как ты это вообще понимаешь? Искусство, значимость искусства в развитии, да, государства, скажем так, и насколько а, ты органичен во всем этом внутри себя. Вот можешь немножко об этом подискутировать? Да, сложный вопрос, честно говоря. У меня, наверное, не будет конкретного ответа на него. Но искусство — это то, что дает толчок для развития государства. Ну, наверное, это тоже какой-то некий эгоизм с моей стороны, так как я творческий человек, но все-таки искусство не на последнем месте должно быть, так скажем, вот в планах государства. Поэтому, да, есть большая поддержка, конечно, со стороны государства. Но ты И вот, опять перебиваю, да, вот ты сейчас, на сегодняшний день можешь выделить какие-то положительные моменты в развитии, скажем так, театрального искусства? Вот мы в контексте театра, да, говорим. Если вот немножко такую провести, да, вот линию послевоенный период, после 92-93 годов и по сегодняшний день, какую-то динамику в развитии. Ты видишь ли ты выход нашего театра на другую, как бы более глобальную плоскость, скажем так. Мы, ну вот на сегодняшний день наши театры успешно да. гастролируют, они востребованы. А вот немножко об этом все-таки динамика какая-то положительная, на твой взгляд, существует? И есть ли какие-то, опять же, на твой взгляд, слабые места? Что хотелось бы немножечко подкорректировать? Какие есть вещи, которые мешают вашей деятельности непосредственно Да. в деятельности Ну, актеров? я все-таки не театральный эксперт в этом, к сожалению моему, да, я пока это все изучаю, мне это все нравится. Ну, Но, как да, я актер, могу как сказать, режиссер. что С вообще, какими сложностями да, сталкиваетесь? театральное искусство, в принципе, в целом поменялось. Оно стало более пафосным, более, как вам сказать, ну, как бы основной акцент идет на визуальном составляющей, да, все-таки тот психологический театр, про который я говорил, который мне близок, его все меньше и меньше. Ну, есть какие-то переживания, какие-то барахтания на сцене, да, но все-таки, мне кажется, визуальные составляющие не самые Много? важные для актера, для театра, для режиссера. Все-таки психология актера, да, и психология театра в принципе в целом.
они должны быть ключевыми. В принципе, как Философски. заглавное, да, вот такая, как заголовок некий. А что касается театра, в котором я работаю, да, действительно есть большие успехи. Но еще много чего предстоит. Мне кажется, это и понятно всем вокруг, да, и государству, и руководству театра. Мы всячески, что касается нас, актеров, мы стараемся способствовать укреплению абхазского театра, развитию абхазского театра. Я считаю, что все актеры отдаются этой, Сполна. да, этому театру сполна. И нет, мне кажется, такого человека, который стоит на сторонке там, да, и наблюдает, как идут дела у театра. Мне очень хочется, чтобы государство поддерживало театр как бы еще с большей, да, такой уверенностью, могу сказать, да, чтобы хватало как бы Ресурсов. ресурсов, да, очень важны, к сожалению, да, ресурсы. На все нужны ресурсы, да, финансовая составляющая, чтобы обеспечить театр необходимым, да, оборудованием световым, звуковым, техническим, что касается штанкетов и так далее. К сожалению, да, вот я Ну да, вам начинка буквально рассказывал, важна, что в да. 2013 году театр, да, как бы реставрировался, да, происходил ремонт. И вот уже прошло 9 лет. Да, к сожалению, ну, как бы и человеку, да, нужно пить витаминчики, делать какие-то уколчики, да, поддерживать себя со временем. Так и театр нуждается, да, в каких-то уколчиках. Но, опять же, возвращаясь к основной теме, Да. все-таки хотелось бы от тебя услышать, театр для тебя это призвание, нежели работа? Театр — это часть моей жизни. Ну вот как можно, да, разделить вот свою Но ты семью? готов без каких-то финансовых преференций посвятить свою жизнь театру? Да, а сейчас это и Собственно, происходит. так. Да, да, несмотря на зарплаты, на какие-то, да, ну, Ну, естественно, собственно, то, что и делает наша труппа, да, и вообще театр очень долгое время работал без зарплаты, без выплат, в да. тяжелейших условиях. Это, конечно, мы все знаем, и это плохо, конечно, и я думаю, что со временем все поменяется и меняется в лучшую сторону. Безусловно, что искусство требует вложений Да. постоянных, не перманентных, а вот на постоянной основе. И, конечно же, каждый актер, артист вообще в целом, да, если вот в общем так говорить, он достоин а, всяческих, я не знаю, и финансовых вливаний, да, там преференций, если можно так сказать, и поддержки извне. И самое главное, конечно, поддержки зрителя. Вот, как мне кажется, актер должен ощущать интерес, трепет и желание видеть любимых артистов на сцене, видеть новые спектакли, новые постановки для того, чтобы получать это эстетическое удовольствие, получать какой-то, может быть, отдушину своего рода. Да? Это Да. все-таки влияет и на мировоззрение любого человека, любой личности, и на становление в том числе. И вот уже в конце нашего диалога я хочу тебя спросить. Вот начиная нашу встречу, я обозначила такую крылатую фразу Станиславского: «Театр начинается с вешалки». Опять же, это выражение имеет двоякий смысл. Да. Первое значение — это значит, что, приходя в театр, первое, на что мы натыкаемся, это гардероб. Да. Соответственно, мы снимаем, оставляем верхнюю одежду и, значит, направляемся непосредственно в зал. Да? И вот театр складывается вот из таких вот мелочей, непосредственно даже с вешалки. А второй, на мой взгляд, более глубокий такой философский смысл, что все-таки, что такое театр? Ты оставляешь позади себя все проблемы, все там сложные какие-то моменты, я не знаю, эмоции, печаль, и погружаешься в какое-то такое действие, да, Да, предлагаемые да, обстоятельства. театральное действие, именно для того, чтобы немножечко фокус сместить и, да, и окунуться в атмосферу эмоциональную, может быть, это уже зависит от репертуара, от контекста, да, конкретно. Вот что для тебя значит
окончание театра? Вот если начинается театр с вешалки, да, вот, а чем заканчивается театр, на твой взгляд? Хороший вопрос. Чем заканчивается театр? Чем заканчивается театр? Театр не может заканчиваться, мне кажется, да? Особенно в актере. Когда закрывается занавес, да, зритель аплодирует, закрывается занавес, актер вроде бы уставший, но он такой наполненный, и он такой счастливый. Вот этот момент закрытия занавеса, конец Кульминация. спектакля, да, это вроде бы такая опустошенность, но такая наполненность. И ты думаешь, Боже мой, спасибо, Господи, что ты мне даешь такую возможность быть здесь и сейчас. Спасибо, Гудиса, тебе здесь и сейчас за интересную, содержательную беседу. Спасибо. Спасибо вам.